На месте пустыря в городском парке города Микунь теперь аллея – результат голосования населения по проекту формирования комфортной городской среды. Еще в прошлом году подготовили территорию, вырубили старые деревья. В этом приступили к основному этапу – обустройству твердого покрытия центральной аллеи и освещения. К 1 октября здесь установят скамейки и урны. Проводятся еще до сих пор работы по обустройству центральной аллеи. Здесь мы приняли решение еще привлечь средства регионального проекта «Народный бюджет». Результаты можно посмотреть на сегодняшний день. Надеемся, что центральная аллея станет любимым местом времяпровождения жителей города. В селе Айкино тем временем обустроили 2 общественные территории. Возле памятника расширили дорожку, уложили брусчатку, установили малые архитектурные формы – вазоны, скамейки, урны. Благоустройство по программе формирования комфортной городской среды обошлось в 860 тысяч рублей. Теперь здесь целый комплекс для культурного и активного отдыха жителей райцентра. Детская спортивная площадка, рядом футбольное поле и крытая сцена. Это еще один проект народного бюджета. Мы в этом году благоустроили территорию парка и построили сцену. Это как бы первый этап у нас благоустройства парковой зоны. Сцену построили для проведения культурно-массовых мероприятий. Сцена очень необходима была, потому что все-таки районный центр, и не имея вот такую зону отдыха, как бы очень было сложно проводить мероприятия. Новую сцену уже опробовали творческие коллективы. Ко Дню Республики здесь прошла большая праздничная программа. Чуть позже провели Герасимовскую ярмарку. На следующий год администрация села планирует отремонтировать дороги и установить уличное освещение. Но все зависит от объемов финансирования. При воплощении народных проектов помогают предприниматели и крупные предприятия района. Так, например, в Жешерте в рамках договора о соцпартнерстве удалось дополнительно привлечь 700 тысяч рублей. Плюс деньги по программе «Народный бюджет». И вот, универсальная площадка для мини-футбола готова. Эта площадка очень востребована, мы еще до конца ее не сдали, а здесь у нас уже еще во время каникул, я не знаю, она с утра до позднего вечера здесь молодежь занималась, чуть ли не это. Некоторые даже дамы делали селфи. Малыши играли в футбол, то есть с утра до вечера было занято. По проекту формирования комфортной городской среды обустроили так называемый Жешертский Арбат. Пешеходная дорожка шириной 4 метра соединила 2 части поселка. В планах обустроить еще одну общественную территорию. Заметно, что люди стали активнее участвовать в жизни своего города, поселка или села. Они видят реальный результат и могут сравнить, что было и что стало, говорит руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плецер. А это значит, что есть все шансы продолжить работу по благоустройству населенных пунктов Усть-Выми и в следующем году. Понятно, что много финансов для Усть-Вымского района, может быть, так много не дадут, но шансы какие-то есть все-таки их получить. А это значит, мы получим новые отремонтированные дороги, новые спортивные детские площадки, новые места для отдыха. Всего же в этом году по программам «Народный бюджет» и формирования комфортной городской среды власти Усть-Вымского района защитили 17 проектов. На следующий год планируют 41. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.